Может быть, немножечко, так это, не совсем прав. Крашилы после революции, приняли революцию, активно участвовали в революционных действиях. Но когда в 18 году Сталин создал первую Башкирско-Татарскую республику, которая была огромной по масштабу, туда входили, кроме Татарии и Башкирии, еще часть частичной или полностью системы русских областей. Крашины выступили против создания такой республики. Объясняли это тем, что создание, знаете, конфессионально, не чужбы или не совсем правильной республики приведет к тому, что Россия разделится пополам. Потому что если, кроме Татарии и Башкирии, туда еще 7 областей входило, получалось, что Сибирь откалывалась от России. И так как уже декрет был подписан, Ленин пожимал лишь плечами, вопрос был перенесен на решение 5-го съезда народов Востока. И этот съезд поддержал Россию. И республика эта была распущена. Если вы помните, начиная с 19 года стали возникать отдельные республики. Башкирская, сначала Татарская, Чувашская, там, Марийская. Но в результате Крашин из списка национальностей России вычеркнули. И прошло что Крашины не восстановлены. Их до сих пор официально признан народ среди официальных жителей народа. В общем, печально, конечно. И аналогичная, конечно, проблема с семьей. Для Крашин и вообще народов, проживающих в Западной Башкирии, Ильинский – это какой-то сведоч. В каждом доме на иконостасе всегда висит его портрет. То есть он считается святым, или там по-нашему Миколай Бабаев. И до сих пор, понимаете, вопрос о канонизации искусственно как-то оттягивается. Это тоже, конечно, как-то вот влияет на решение этого. В свое время, лет 20 тому назад, тут группа лиц, в том числе и я, пытались как-то сдвинуть этот вопрос. Было принято решение ученого совета Института археологии и этнологии. И там ученый совет признал, что Крашин по всем статьям является отдельной этнической группой. Сталин в свое время, как бы вычеркивая Крашин из списка национальности, объяснял это тем, что они, по сути дела, являются татарами, и между ними лишь есть небольшое культурное развитие. Одни православные, другие мусульмане. На вопрос, а чем же отличается Аджара, допустим, имеющий право создать республику, от Крашин, там тоже те же грузины, но только мусульмане. Ответ так мы и не услышали. То есть, когда начинаешь один вопрос решать, появляется клубок вопросов. И мне кажется, вот, я не знаю, вот чувашские власти, в Заволжье очень много чувашских населенных пунктов. И они, понимаете, остаются вне внимания чувашских, как-то, чувашского разговора. Ну, вот, например, те же османовские чуваши, да, они ни школы у них своей нет, да? Ни каких-то связей. Что? Где находишься? Калининский район. Это западная Башкирия. Заволжье имеется в виду
Чувашская Заволжье, Да. Башкирская Заволжье. Башкирская, да. Ну, это я о себе только знаю, но в принципе чувашских там таких вот населенных пунктов, удмуртских, марийских довольно много, и они все отсечены от воздуха, в общем-то. И связи практически нет. Они теряют свой язык, теряют культуру. А так, во время праздников, так как они язычники, мы все с удовольствием ходим, как они вот украшают деревья. Башкирия? Да. Или те же, вот, допустим, Крашина. Такого отдельного ареала их населения единого нет. Объясняется это частично тем, что так как они были герои России с самого начала, как православный народ, их раздергали и переселили на наиболее важные стратегические пункты. Ну, вот, например, там, где были переходы через Каму или Волгу, чтобы не нападали котельники. Или вдоль дорог шоссе, ну, допустим, дорога Казань-Уфа. По этой дороге они были расселены. А так, очень много интересных вопросов, связанных с малыми народами. Надо здесь как-то интересоваться, углубляться. Решения у меня, конечно, нет. Вот в свое время, когда мы добивались решения о признании Крашин, и ученый совет признал, что они являются отдельной этнической